самое пекло направляем мы вас, Михаил Тарелович. Тоном задушевной беседы говорил Михаил Николаевич, но в этом ровном мягком голосе чувствовался характер человека, привыкшего повелевать. Да, в пекло, каковыми является Чечня. Племя это долей прочих сохранило возможность сильному сопротивлению и всегда оказывало его самым упорным образом. Первые экспедиции и наши столкновения с этим народом, в которых мы потратили столько средств, времени и доблести русского солдата, в сущности, мало возымели влияния на вопрос окончательного покорения его нашей власти. Мы на деле испытали всю бесплодность борьбы с чеченцами, которые пользовались закрытой местностью Сунжинской долины и предгорий, чтобы наносить нам потери, избегая в то же время решительного боя. Поэтому мы по необходимости прибегли уже испытанными веками заселения окраин государства казаками. Ваше Высочество, позвольте добавить, вежливо перебил наместника начальник главного штаба карцев. Земли, отнятые нами у чеченцев, не имеют важности ни в политическом, ни в военном отношении. Чеченцы сохранили за собой то положение, в котором они еще не скоро подчинятся нашей власти. Согласен с вами, Александр Петрович. Оставляя чеченцев в такой ситуации, не следует верить в скорое спокойствие на Кавказе. 4 года назад мы стали считать край побежденным, и до сей поры пребываем в этом заблуждении. А за это время чеченцы дважды восстали, и восстания не успели распространиться на равнину только потому, что тогда в области были сосредоточены 46 батальонов пехоты, 3 донских полка и 1 драгунский. Но мы не можем удалить оттуда хотя бы треть воинских частей, поскольку Чечня все эти годы таит в себе грозную опасность. Словом, сегодня следует смотреть на чеченцев и правительство как на две стороны, стоящие друг против друг друга, и скоро победившие не пользуются плодами своей победы, а побежденная, сохранив оружие и силы, выжидает удобного случая для возобновления борьбы. Повторяю, дорогой Михаил Тарелович, Его Величество поручает вам самый трудный, самый ответственный и болезненный участок империи. От ваших мудрых действий зависит мир и спокойствие на Кавказе. Пока у нас мирные отношения с западными державами, но Бог знает, сколько времени они продлятся. В случае внешней войны нам придется перебрасывать половину войск на другой театр действий, и нет уверенности, что Чечня не сбунтуется. Поэтому прошу вас, Михаил Тарелович, в ближайшее время навести там порядок. Александр Петрович вручит вам копию инструкций по чеченскому вопросу, недавно предоставленную Его Величеству. По прибытию на место ознакомьтесь с ними и действуйте по своему усмотрению. Да поможет вам Бог. Бог здесь не поможет, думает Михаил Тарелович. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Нужны сила и хитрость, кнут и пряник. Да, правительство до сих пор не может вести себя в Чечне как победитель. Это больше, чем кому-либо ясно Михаилу Тареловичу. Дело в том, что чеченцы прекратили сопротивление и якобы покорились на определенных условиях. От имени правительства фельдмаршал Борятинский заключил с ними своеобразный мир. Наместник принял обязательство оставить им оружие, не брать солдаты, сохранить за ними все земли, обычаи, традиции народа, не притеснять веру. После пленения Шамиля правительство решило, что покорение Кавказа завершилось, и приступило к созданию военно-колониального режима в Чечне. При этом она совершенно забыла об обязательствах, принятых Борятинским. Горцам не только не вернули земли, ранее отнятые у них и отведенные под казачьи станицы и военные укрепления, но и вытеснили с оставших земель, загнав их в леса и бесплодные горы. Отнятыми же у горцев землями наградили князей соседних племен, чеченских офицеров, духовенства и торговцев, помогавших усмирению края. Разоренный долголетней истребительной войной, а теперь и оставшийся без земли, народ дошел до нищеты. Он не имел возможности ни вернуться к своей довоенной хозяйственной жизни, ни перестроить ее сообразно новым порядкам. Доведенные до отчаяния люди восстали. Восстание началось в мае 1860 году
в Ичкерии и быстро распространилась по всей Нагорной части Чечни. Возглавили ее шамилевские наибы Байсангур Биноевский, Атаби и Умма. Им удалось нанести чувствительные удары по карательным отрядам. Отчаянное сопротивление восставшихся длилось 19 месяцев.